Такие понятия, как дружба и взаимопомощь, очень важны в повседневной жизни людей. Мы также знаем, что союзы больших и маленьких государств могут стать хорошим стартом для счастливого будущего. Сегодня они называются альянсами, коалициями или многими другими названиями. А, к примеру, в веке XVIII маленькие народы уходили в подданство. В 2020 году наша республика отмечает круглую дату – 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Очень знаменательно. 2020 год президентом России объявлен годом памяти и славы. И год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. А у нас в Ингушетии совпала дата 250-летия единения Ингушетии с Россией. Директор Музея краеведения имени Тугана Мальсагова Магомед Сагов отмечает, что согласие нашего народа стать подданными могущественной на тот момент Российской империи имеет очень важное историческое значение. Им изучено большое количество исторических документов и монографий на эту тему. Во многих из них упоминается, что ингуши давно хотели войти в состав России, начиная еще с XVI века. Надо сказать, что это сближение и эти контакты с Великой Россией, русским народом, происходило не в один день, не путем войны, а шли долгие контакты многовековые. И в 1588 году ингушские акачане, которые перешли Терек, пришли, чтобы воссоединиться с Россией, с русским народом. В 1770 году завершилась процесс полного вхождения всей Ингушетии в состав Великой Руси. Так, 17 марта 1770 года ингуши принесли присягу и закрепили ее письменно, что стало первым документальным свидетельством единения нашего народа с Россией. 24 марта 2004 году постановлением номер 68 в Ингушетии мы утвердили дату вхождения Ингушетии в состав России 17 марта 1770 году. Знаменитая картина Анатолия Артемьева «Навеки с Россией» стала не просто символом закрепления союза маленького народа и большой империи, которые впоследствии вместе добывали победу в ходе различных войн и строили страну, но и свидетельством того, что единение было добровольным. В нашем музее краеведения сегодня имеются в экспозиции и договор вхождения в состав России, и клятвенное обещание. Еще годы основания музея была она подарена музею краеведения и находится у нас в основной экспозиции нашего музея. В 2018 году в республику приехали родственники художника. Они передали в дар музею эскиз знаменитого полотна. А в этом году картину Артемьева могут увидеть миллионы людей на почтовых конвертах. Вот я сейчас хочу вам показать почтовый конверт Российской Федерации, где запечатлена вот эта знаменитая картина Артемьева «Вхождение Ингушетии в состав России». Сейчас это могут увидеть во всей нашей великой родине России. И надо сказать, недавно вышла и монета, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России. Постоянно действующая в течение этого года выставка, организованная Музеем краеведения «Россия. Ингушетия. Навеки вместе». Одно из таких важных событий. Магомед Закриевич отмечает, что каких-то 10 лет назад найти материалы и организовать выставку для них представлялось задачей практически невыполнимой. Но сегодня мы можем увидеть различные документы на стендах, фотографии, предметы, представляющие историческую ценность. Музей краеведения на последние десятилетия уже и эта работа, и эта выставка существует уже на стационаре, на постоянной основе. Это символы России, это символы Республики Ингушетия. И вот этот стенд «Ингушетия, Россия, навеки вместе». Здесь рассказывается о старой истории России, о современной демократической России и нашей молодой Ингушской республики с древней историей. Кстати, о древней истории нашей республики и событиях, связывающих нас с Россией. В 2014 году научными сотрудниками было выяснено, что гибель знаменитого князя Михаила Тверского произошла на территории Ингушетии. Результатом совместной работы ученых нашей республики и исследователей из Тверской области стали памятный знак – огромный валун с бронзовой табличкой «Здесь погиб тверской князь Михаил Ярославович», установленный в Верхних Очелках, и документальный фильм о князе.
С момента вхождения нашей республики в состав России прошло 250 лет. Находясь в составе России, ингушский народ сохранил свои традиции, подчеркнул много интересного и полезного из культур народов, дружно сосуществующих на территории страны.